Всем привет, это прямой эфир Еврорадио. Мы сейчас находимся на улице Рафиева Скажите, и Есенина. А так это самое мало этих машин? Секундочку, я журналист, я сейчас. О, журналист, так я вам хочу сказать, Давайте что покажем. ничего не говорят по объявлению, когда, что, чего. Население не объявляет. Вот лично я не знаю, я интернетом не пользуюсь. Откуда я могла что-то? Ну вы уже закрыли, вы все это туда не передаете. Мы сейчас находимся на улице Рафиева и Есенина. Вот сейчас у нас был короткий, не получившийся диалог с местной жительницей. Напомним, что вчера утром, 24 июня, от жителей Фрунзенского и Московского района стали поступать жалобы о некачественной воды из-под кранов. Люди жаловались на неприятный запах. Вот. Вечером Минскводоканал сказал, что проблема решается, в частности, но советовал этой водой не пользоваться. Также были советы спускать воду в течение 10-15 минут, пока этот запах не пройдет. Вот. Тем не менее, на некачественную воду жалуются не только жители Фрунзенского и Московского района города Минска. Поступают жалобы на плохой запах воды от жителей других районов города. Кстати, вот если вы живете в Минске, то напишите нам в комментариях ваш район и как у вас обстоят дела с качеством воды. Давайте, возможно, попробуем поговорить с кем-нибудь из местных жителей. Здравствуйте. Мы в прямом эфире Еврорадио. Скажите, можете рассказать, что здесь происходит сейчас? Здесь вот за водой, ждут воду. Вот тут везде, там нигде нету. Я вот проехал, там нету, там подвали. Там вот на углу тоже нету. Нету нигде самой воды. Не знаю, эти собираются, там ждут. И никто не знает, будет или нет эта вода. Ага. Скажите, а как вы вообще столкнулись с этой ситуацией? Как заметили, что вода некачественная у вас? Что это? Начало вонять, вот, понимаете, да, воняет и все. Да. Вот такие вот дела. А когда вы обнаружили это? Вчера там где-то, вчера там. Что-то зашевелились, Там вот видим, что вот, есть да, цистерны, да. Скажите еще, пожалуйста, вообще, вот как вот эти сутки вы прожили без воды? Покупал воду, конечно. Вчера вот купил две этих самых, 2 10-литровых. Вот и все. Ясно, спасибо. А сейчас мы, на момент, когда мы пришли, цистерны не было, но вот сейчас вот мы видим, можем посмотреть это вдалеке. Вроде как едет машина. Добрий день. Ми у прямому ефірі Єврорадіо. Подойдите вон. Як бачите, не всі хочуть розмовляти тут. Зараз машина, яку ми бачили, яка їхала, як оказалося, їде не у той бок. Тому люди протягують, стоять у черзі без машин.
прямому ефірі Євроради. Можна з вами порозмовляти? Можно. Розповідайте, що тут відбувається зараз? Здесь ждем воду. С 10 утра ничего нет. Хотя заявка есть. Скажіть, як ви взагалі довідалися про неякісну воду у вас? Ну, вчера запах пошел с воды, просто он яркий, очень страшно. Це було саме раніше, чи як? Ну, мы просто рано утром поехали на дачу, вот приехали, и уже он был такой прям явно. Ну, говорят, что с утра, да. Як ось ви весь этот час жили з такою водою? У нас, благо, были запасы воды, то есть у нас всегда есть. Сейчас они заканчиваются, и надо новый запас пополнять. А вчора вже були розвозка води, як зараз? Да, вчера, говорят, было здесь. Поэтому все сидят, стоим и ждем. Ясно. Щиро дякую. Ось наскільки ми відаємо, наскільки ми довідалися, люди вже чекають воду о 10 раниці, тобто вже більше за 2 години. Нагадаємо, що вчора ввечері по білоруському телебаченню державному вийшов сюжет про те, що з водою все нормально, але о 2 годині ночі раптом державні СМІ поспіли переобутися і вже непосредственно на Мінському водоканалі з'явилося повідомлення, що пити цю воду нельзя. Сьогодні зранці від Мінського водоканалу прийшло повідомлення, що все ж таки вода відповідає санітарним нормам, але тим не менш радиться її використовувати виключно у деяких таких битових потребах, тобто не пити, нічого такого. І так само рають спускати воду не менше, ніж 10-15 хвилин. Как не було этого неприємного паху. Ось бачимо, що люди протягують стоять. Тут приклано чоловік 30. Честно, уточните еще, точно не знаю. Ну вот второй раз. Зараз поспробуємо з цією жінкою довідатися. Добрий день. Ми в прямому ефірі Євроради. Чи можна з вами порозмовляти? Декілька питань. Розповідайте, що відбувається. Наскільки ведаю вас, ви приходите до людей, що розповідаєте, ви, може, більше ніякої інформації володаєте? Нет на данный момент питьевой воды. Вчера бочка стояла здесь долгое время до вечера. Сегодня нет, и люди уже неопределенное количество времени ждут. И никто не знает, когда приедет. Ну, кажуть, з 10 години стоїть раніше, так? Много, ну, я наблюдаю это уже второй час. Звонила в разные организации, но говорят, что это не их компетенции, дают разные телефоны. Ну, на данный момент, вот мы видели пару минут назад, бочка проехала. Просто она не по тому адресу люди собрались. Надо немного вперед пройти. А ви самі місцева жихарка тут живете, не? Ну да. А скажіть, як ви довідалися про ось цю неякісну воду? А вчера тут увидела, как люди воду стали набирать. Потом знакомые стали сообщения присылать на телефон. Вот так и доведалась. А як ви ось весь цей час живете без води? Що у вас було? Пришлось покупать. У нас, например, там рядом с моим домом бочки я не видела. Ну, видите, в определенных местах стоят. Ну, как-то доносить людям информацию надо. А то вот стоят и стоят люди, стоят и стоят. А самі що будете зараз робити, куди поїдете за водою? Дома еще немножко есть, вечером уже буду думать что-то. Или покупать придется, или если бочка будет, наберу. Вот.
Ось як реакція улади у вас? Ці слушно не вирішають проблему, на вашу думку? Нет, машин должно быть много. Машины должны стоять через каждые 100 метров по всему району. Тем более в такое время. Плохо решается вопрос. Добре, щиро дякую. Все доброго. Ну ось ми почули міркування місцевої жихарки, яка сама моніторить цю ситуацію і обтелефоновує різні служби. Ось я довідувався, що та машина, яка кілька хвилин тому ми бачили, стояла там ось на скрижуванні, поїхала на інше місце, і ось частка людей пішла туди. Ось зараз шарга значно поміняла. Не менше на 2 рази. Зараз, хвилиночку. Можем поглядеть, з чим люди сюди приходять. У некоторых ведерки, у некоторых по несколько пятилитровиках, у некоторых такие канистры навод. Добре, мені тут редакція повідомляє, що бочка з водою хіба знаходиться в іншому місці, тому ми зараз поспробуємо дійти туди, а зараз на гэты стрім спинимо. Так, заставайтеся з нами, хутка ми повернемося со стрімом